Всем спасибо еще раз за подключение. Ну а мы продолжаем. Как вы знаете, сегодня мы открыли официально девятую республиканскую выставку Saha Innovation и рассказали, что у нас очень много будет мероприятий, деловая программа. Раз. Игорь, вы с нами? Раз. Да, у нас технические неполадки. Сейчас мы сделаем переподключение. Уважаемые зрители, оставайтесь на линии, так сказать. Блинковым, но ничего страшного. Технически в любом случае вопросы решаемы. Я думаю, что мы уже готовы начать. Пожалуйста, представьтесь. Ну и расскажу зрителям, что у нас формат такой более свободный, вопросы-ответы, немножко интервью. Спикеры расскажут, конечно, о своем проекте, о своей деятельности. И таким образом мы получим максимальное количество информации от наших приглашенных гостей. Что ж, Евсей, вам слово. Такой первый вопрос, наверное, да, немножко из биографии. Как вы пришли к анимации и, в частности, как и при каких условиях, когда стали частью команды студии РУ? Игорь, прошу прощения, по-моему, технические неполадки никуда не делись. Прошу прощения, Евсей, звук у вас. Давайте проверим звук. Мы же проверяли. Опять что-то случилось. Вас не слышно, да, в зуме. Звука нет.
Так, уважаемый
Фух, ребята, ну, как говорится, надо быть готовым ко всему, да, могут быть технические неполадки везде, у всех. Я вспомню даже открытие Олимпиады в Сочи, когда не раскрылось пятое кольцо, так что по сравнению с ними наша задержка из-за Zoom, а Zoom, сами знаете, популярный сервис, там бывают и нагрузки на сервер, восстановили, и наш Евсей с нами, наш спикер. Мы продолжаем. Студия анимации РУ, немножко поговорим об анимации, о красивых вещах. Итак, Евсей, вопрос тот же насчет биографии. Как ты пришел к анимации и, в частности, как получилось присоединиться к дружной, хорошей команде студии РУ? Так, а мне не было слышно с самого начала, да? Да, можно заново представиться и рассказать. Всех приветствую, меня зовут Павел Евсей. Я являюсь менеджером компании РУ. Работаю тут примерно с 2018 года. Попал я сюда довольно-таки случайно. Работал, то есть учился в ФИИ. Позвали на практику просто на второй этаж. Как раз здесь открылись, они только переехали. И так получилось, связался вот с компанией. И по сей день работаю, и как бы все отлично. Евсей, наши проблемы продолжаются. Можете включить камеру на iPhone, потому что трансляция захватывает, да. И ваш тоже телефон. Вот так вот. Сейчас я думаю, что видно будет. А все, нет, все вернули. Вас вернули. Так, что мне делать? Егор, тогда мы отключаем, да, iPhone, видео. Захват идет с телефона или с ноута? Сейчас только с ноутбука. Ну все, отлично, продолжаем. И, собственно, вот анимация, она же такая, как сказать, сейчас на ходу, и немножко спойлер расскажу, да, что недавно были дни Якутии в Татарстане, и руководитель анимации, студии анимации РУ Игорь Шарин открывал там представительство. Вот, хотелось бы вопрос немножко о планах расширения, да, вы, наверное, у вас планы, конечно, это захватить весь мир, в частности, в сфере анимации, и рассказать о планах, ну и, конечно, о летнем сезоне 2021 года. Вот, потому что ковид, и тем не менее, что вот, студия анимации РУ может предложить юным аниматорам, начинающим и родителям, соответственно. План развития у нас сейчас таков, то что, да, у нас сейчас летний лагерь, продвигаем его сейчас, затем выходим на другие города, это вот как раз-таки сейчас Казань открывается и Санкт-Петербург. Сейчас там нашли преподавателей, в принципе, есть место, где их проводить можно уже, пробные занятия, они уже проходят, сформировалось несколько групп, в принципе, все отлично идет, все хорошо, думаю, через месяц, там, с сентября уже все автоматизируется и встанет на ноги, так скажем. Также по плану слетать туда, то есть посмотреть, проведать, посмотреть, как рынок вообще и так далее. А в целом это выйти, конечно, на мировой рынок, по всей России филиалы открыть. Это в целом возможно. Перейти с обучения на заказы. То есть делать мультфильмы, фильмы, игры и так далее. То есть такие вот планы. А вот я думаю, что зрителям многим интересно, ну и нам в частности, являетесь вы резидентом бизнес-инкубатора «Орех», если я не ошибаюсь. И сколько человек в штате, кто, какие мастера своего дела, специалисты, художники? Вот расскажите немножко про команду РУ. Наша команда сейчас состоит из 15 участников. Это, большинство это преподаватели. Это посчитал со всех городов, то есть со всех 4 городов, где мы открыты. Это Владивосток, Питер, Казань и Якутск. В основном это преподаватели, это 8 преподавателей. Молодые преподаватели, недавно окончившие свои вузы художественные. В принципе, мы стараемся, наоборот, набрать молодых преподавателей, чтобы было такое чувство, то, что ученики дружили с ними, с преподавателями. То есть не так, как в художественной школе обычной, то есть рисуем не вазы, а такое более сообщество художников. И так продвигаемся. И менеджеры, соответственно. Весь головной офис менеджеров сейчас находится в Якутске. Отлично. Расширение географии, тем более представительство
и Владивосток, это, да, Дальний Восток, и Дальний Запад, Санкт-Петербург, центральная часть, Казань, то есть отлично. Ну, пожелаем удачи и так далее в конце нашего выступления, конечно. А теперь, если не ошибаюсь, у вас подготовлена немножко презентация, да, чтобы все-таки визуально наши зрители еще раз получили информацию, и просим тоже, да, немножко рассказать в презентационной форме про студию анимации. Хорошо. Отлично, все видно, все слышно. Так, ну, сегодня расскажу немного про нашу деятельность, чем вообще занимаемся. Ну, давайте начнем. Мы занимаемся в целом продвижением анимационной индустрии в России и в Якутске в частности. Наше обучение является, ну, как можно так сказать, платформой для того, чтобы подготовить кадров, то есть студентов, учеников, которые будут в будущем уже работать у нас, либо же в других компаниях. Также мы создаем необходимые условия для развития творческих детей, ну, как видно на презентации. На рынке мы вообще в целом с 2017 года обучили за это время более 1500 учеников, открылись в 4 городах, как мы говорили уже. Ну, в принципе, там повторяться не буду, то, что уже сказал, можно так сказать. Это основные наши направления. В основе обучения у нас идет, можно сказать, самообучение. То есть перед учеником вначале стоит шаг, то есть он выбирает либо вот из этих 4 основных направлений. Традиционное рисование – это рисование на бумаге, то есть это основа основ, с чего нужно начать любому художнику. Затем уже идет следующий шаг, это идет 2D-рисование. 2D-рисование – это рисование на графическом планшете с компьютера, что сейчас очень востребовано во всем мире. Дальше идет покадровая анимация. Это рисование, очень много рисунков рисуется, и рисунок оживает, проще говоря, так. И 3D-моделирование. Это, по сути, создание трехмерных компьютерных график, компьютерных... 3D-моделирование используется абсолютно везде, то есть там, начиная от автомобилей, заканчивая зубной щеткой, то есть чтобы все это спроектировать, нужно использовать 3D-моделирование. Давайте дальше. Так. Вот, кстати, недавно создали сообщество в Дискорде, оставлю вам ссылку, можете присоединиться, там вот все наши ученики, ну и в целом хотим всех туда пригласить, и как сообщество будет очень удобно. Насчет обучения еще, то, что новенькие и как это вообще происходит. Новенькие ученики у нас приходят каждый месяц. Есть ребята, которые уже давно ходят, но мы стараемся их совмещать вместе, чтобы новые ученики видели, куда можно прийти и как можно научиться рисовать. Это дает очень хороший буст для учеников, это заметили за протяжении этого времени. Также в ходе обучения ученики могут параллельно заниматься проектами. Как раз-таки для этого вот мы сделали Discord. Это специальный сервер для студентов и для всех участников, желающих сюда вступить. Здесь они могут поддерживать друг друга, общаться, выполнять квесты, которые мы создаем, за это получать баллы, получать ранг, и разные конкурсы и так далее. Дальше. Вот пример новостей. Это вот сегодня, буквально утром, наш ученик, резидент, опубликовал новость о том, что нарисовал рисунок, соответственно, как видите, да, и новость, то, что вот скоро выйдет там аниме, и давайте все вместе посмотрим. Вот такое вот сообщество. Думаю, быстро мы разовьемся в этом направлении. Также во время вот карантина как раз-таки, да, мы создали сайт, тоже для онлайн-обучения, более так геймифицировали его, то есть вы выполняете задания, гайды и получаете за это плюшки, уровни. Также есть рейтинг художников, то есть там на протяжении месяца они учатся, и кто-то получает первое место. За это, конечно же, дается там какие-то призы и так далее. Вот снизу можете увидеть гайды. Это вот собственные наши гайды, то есть наши преподаватели сами их нарисовали.
Ну и поэтому сейчас вот так и учатся наши ученики. Здесь можете увидеть примеры наших учеников. Это резиденты, которые уже давно ходят, отличились своими достижениями, своим скиллом в рисовании. Вот Кларова Алиса, 12 лет. Сейчас у нее около 1 миллиона просмотров в ТикТоке. Она создает анимацию. Ну, то есть вообще очень круто, да. Дальше Степанова Анастасия, тоже 15 лет. Ходит там по 3 года и, в принципе, очень круто себя прокачивает и уже связывает свою жизнь с рисованием. То есть у них там пожелания, то есть мы в интервью тоже брали. Все хотят стать художниками, то есть в будущем гейм-дизайнерами, так можно сказать. И Неустроева Кристина. Ну, это на момент 2019 года было 15 лет. Сейчас она уже поступила в Санкт-Петербург. Так что вот как раз мы там открыли офис. Ждем ее там, надеюсь, сработаемся. И профессиональная подготовка. Цель наших вообще курсов – это подготовка профессионалов, а также продвижение их проектов. В интересах компании это подготовить лучших представителей в своей области. В целом все. Спасибо за внимание. Это анимация. Если есть вопросы, старайтесь ответить. Да, спасибо, Евсей. Я подготовил различные вопросы, потому что, в принципе, тема интересная, обширная, да, вопросов может быть много, но у нас немножко по времени есть лимит. Тем не менее, давайте представим, что я вот такой будущий ученик, такая вот целевая аудитория. Представим, что мне лет 10-12, такой начинающий новичок, чайник, можно так сказать, да, если не обидное слово. И я хочу, например, очень с детства мечтал там рисовать, люблю аниме, не только, там советские даже мультики, хочу создать своего персонажа. И вот такой вопрос. Какие виды анимации и каким видом рисования начать новичкам? С чего, с каких видов и так далее? Такой странный вопрос. Начинать, конечно, нужно с традиционного рисования, то есть с рисования на бумаге. Сейчас куда проще начать начать рисовать вообще, чем когда-либо. Сейчас просто огромное множество видеоуроков, курсов, как у нас ребят, сообществ, которые мы создаем, и в целом их тоже очень много, доступно видеоуроки и так далее. Поэтому можете начать с малого, просто начинаете рисовать, затем приходите на курсы, начинаете смотреть видеоуроки и в целом просто трудитесь. Самое главное в рисовании – это труд. То есть работаете, создаете портфолио, затем вас замечают, и, в принципе, все будет очень круто. Еще вопрос, если я живу в Якутске, то какие сообщества, может быть, аниматоров? Хотя слово аниматор означает, как будто я уже рисую мультики и так далее. Это же другое, да? Термин, объясните, пожалуйста. Аниматор – это художник или все-таки тот, который делает мультфильмы и всю эту анимацию? Можно сказать вместе. То есть аниматор из 2D-аниматор, 2D-художник, и затем, можно сказать, идет аниматор. То есть чтобы в нашей школе, например, чтобы начать покадровую анимацию изучать, нужно сначала пройти курс по 2D-рисованию. То есть просто сразу с покадровой анимации начать будет довольно-таки сложно. Конечно, нужно сначала базовые навыки изучить, а затем уже переходить на более сложные направления, такие как 3D, покадровая анимация и так далее. Там все тесно взаимосвязано. Все более-менее понятно. И, в принципе, вначале даются, получается, уроки с самого начала, то есть как рисовать, может быть, скетчинг, да, слово есть такое, когда скетчи, шаржи такие эскизные рисуют. И такой вопрос тоже, я тот же самый ученик, который уже поступил, начал с этих начальных курсов, и люди же, понятно, что все делают трудом, опытом, со временем приходят, но я неторопливый такой клиент, да, хочу побыстрее узнать, примерно через сколько месяцев я, например, смогу нарисовать свой первый скетч. Как вы думаете? Свой первый скетч за первый курс, то есть 8 уроков в месяц, и все уже. Все основы вы точно выучите, затем уже идет просто, там разные другие направления, там дизайн,
колористика, а затем уже просто оттачивание навыков и как бы быть в сообществе художников. Круто, круто, круто. И уже, получается, от моей фантазии зависит, да, вот куда, в какой стиль выбрать. Да, конечно, конечно. Вы вот за первый месяц вы просто учитесь вообще базовым навыкам, а затем уже отрабатываете свой стиль и начинаете творить. Отлично. Так, ну, я представил себя таким учеником и на самом деле уже хочу, но, если честно, по-моему, целевая аудитория все-таки это подростки, школьники, студенты, да, взрослые уже... Нет, взрослых обучаем, конечно же. Но отлично. сейчас, кстати, да, будет набор. Запускаем его уже на этой неделе, скорее всего. То есть начнем разрабатывать, начнем с июля, скорее всего. Будем обучать 3D-моделированию. Это уже курс для взрослых. Отлично. Моделирование, вот трехмерные детали и так далее. Вот это. Даже можно там дизайн комнаты продумать, что-нибудь такое. Там тоже очень много направлений. Не зря спросил, потому что, наверное, вы знаете, что типа сейчас же популярно и становится, это социальное на самом деле направление школы третьего возраста, когда вот людям старшего возраста уже обучают азы интернет-серфинга в том числе. Я думаю, что тогда, если есть интерес, то можно как-то и заниматься тоже, да, присоединиться. Никогда не поздно, да. Отлично. Рад это слышать, потому что все-таки творчество, креативный кластер, как вы знаете, уважаемые зрители, сейчас вот тоже акцент на креативную индустрию, креативная экономика тоже делается, и надеемся, студия Анимация.ру будет одним из первых, кто, например, станет резидентами кластера труда. Вы уже знаете, скоро откроется на Труда-1 огромный комплекс, творческое пространство, лофт, и я думаю, что всех соберут, всех креативных архитекторов, дизайнеров, аниматоров, и таким образом, я думаю, что очень интересная сфера. Спасибо, Евсей. И буквально подытоживающие вопросы уже более личного характера, наверное, да, потому что я люблю спрашивать такие вопросы, которые Adidas или Nike, например, да, то есть блиц такой. Смотрели Дудя, наверное, поэтому а-ля в стиле. Pixar или DreamWorks? Pixar. Ага. Суперсемейка или... Так, аналогом является, например, Шрек. Шрек. О, и самый главный вопрос. Вот тут у всех аниматоров я люблю спрашивать, у всех, кто связан именно с этой сферой. Симпсоны или Гриффины? О, внимание. Симпсоны. Классика победила. Окей. Не секрет, что сейчас очень много ремейков и так далее же, да, и поэтому что бы вы порекомендовали, потому что все-таки я подвожу анимация другое, но все-таки к анимационным мультфильмам, сериалам и так далее, из последнего, может быть, из ремейков или новых, что бы вы порекомендовали посмотреть и, главное, вдохновиться нашим вот этим вот потенциальным вашим ученикам, что посмотреть? Рик и Морти вышел, посмотрите. Кстати, да. 5-й сезон, да, если я не ошибаюсь? Да. Вот, это, наверное, пример такой вот именно анимации, когда все четко, все на местах. Отлично. Довольно-таки не так тяжело нарисовано, да. И Евсей, да, вот предлагаю вам завершить нашу такую интересную, конечно, с техническими не без этого неполадками, тем не менее интересную беседу, подытожить и пожелать, может быть, да, ваши слова пожелания вашим ученикам действующим и ученикам будущим. Так, в целом индустрия анимации, создание игр и так далее, мы постоянно с этим взаимодействуем, то есть это абсолютно везде, то есть на телефонах наших, на телевизорах, на компьютерах, на улице, на рекламных баннерах, то есть, за этим будущее, можно так сказать, за созданием игр, в принципе, сейчас уже многие об этом знают, соответственно, можно сказать то, что это, очень перспективный вид деятельности, и на нем можно очень хорошо зарабатывать деньги. Так что с радостью всех примем, всех научим, всем ответим. И желаю счастья, здоровья и творите, рисуйте. Золотые слова, не отнять, не добавить, поэтому всех зрителей мы тоже поздравляем с наступившим праздником ИСЭХ. Впереди жаркое, надеюсь, долгое лето, всем хорошо отдохнуть. И следите за нашими анонсами, у нас впереди много мастер-классов, много конкурсов, и всех поздравляем еще раз с началом выставки Saha Innovation. Евсей, спасибо.